домике мы остановились. Говорят, внутри палаток нет, этих теплиц нет. Но вчера сегодня увязались уже вот. Переночевали в домике отлично. Завтракали утром, встали. Снегоходы прогреваем сегодня. Прохладнее, чем вчера. Ну, ветер. Ветер, сами видите какой. Вещи вот все наши. Вот. Ну, выдвигаемся. Вновь. Наши приключения продолжаются. Порядка 150 километров вчера проехали. Наверное, осталось еще столько же. Вот, обратно все оставляем как было. Чисто. Все убрано. Печку здесь ставили. Вот. Дырку обратно забили. Дымоходную. Сиренный-то. Агарный-то. Ага, сейчас чай будут пить, ребята, и поедем. Итак, друзья, приехали на озеро Эджесь. Название такое, Эджесь. Вот стоит посреди озера одинокий остров. Вот он прям посередине озера стоит. Странное. Интересное такое озеро. Говорят, хороший чир. Довольно здесь хороший ловится. И вот там домики стоят на берегу озера. Ну, ветер не дает снимать. Тундра во всей красе. Просто негде глаз зацепиться вообще. Так, друзья, вот мы остановились где-то... Сколько отсюда до моря-то? 20 километров, наверное, да? Это 80 километров до моря отсюда, говорит Дмитрий. Остановились вот. Посмотрите, здесь стоят геологи, вот. Иркутск геофизика. Иркутск геология, или, друзья. Вот. Вот их балок. Вот такой вот там один человек внутри. И он этот едет, бульдозер. Везет это оборудование, которое пробивает этот, делает разведку. Вот. У нас опять тут поломка, выдавила подшипники. Вот, поэтому меняем, Дмитрия замену делаем. Почему поломка ходит, все это я не знаю, друзья. Спрашивайте у них в Иркутске. Делают разведку у нас в Якутии. Bustan akayak tama bata. Ay, bigyan na naman. Ya, tiyular wallan, lagi. Вот приехали к оленеводам. Смотрите. Вот олежки ходят домашние.
Вот такие саночки. Детские, да, вот? Толкины, да? Детские, говорит. Посмотрите, современные оленеводы как ездят. Вот. Интересно очень. То есть они с собой даже вот туалет возят. Посмотрите. Ну, я так думаю, что это все-таки туалет. А там у них типа, ну, бутер, скарб возят. Вот в таких маленьких домиках. Вот это все запрягается в олени, друзья. Даже вот эти дома, по-моему. Дома тоже запрягаются. Вот это специальный шнур ведь. Да. Вот, посмотрите, вот такой финский, по-моему, или какой там, норвежский или вот. Финский или норвежский. Ага. Он как прорезиненный, как будто, да? А внутри там капрон. Капроновая веревка, да, вот ловить это. Вон торчит капрон. Ну, ага. Внутри видно. У вас сколько оленей? У нас Да, в вашем стаде. 2 с лишним, около 3000. О, ничего себе. Это большое считается вот в Анабарском районе или среднее, или маленькое стадо? Да сейчас у нас в Анаварском районе почти все такие стада. Около, все равно по 3000. Ну, средний, да, такая, статистический, да? Ага. Во всех бригадах такие. Понятно. Такое вот количество оленей. Сейчас у вас идет этот, как его, отел, да, или как называют? Ага. Отел. То есть это, сейчас будете вот этих, вылавливать этих самочек, да, которые... Которые здесь остались. И А тут поэтому вон привязали одну, да, уже? Вон там. у нас тут в основном эти олени розовые. Вот это все таскаете на оленях, да, получается, вот это все. Ну да. Сейчас кочевать будете, наверное, куда-то, да? Ну дальше будем. К морю, да? Все отсюда километров 300 с лишним 30 с лишним, да? Ага. Ага. Понятно. до базы, до весенней базы. Это вот из оленей шкуры, да, вот этот домик обшитый. Ага. А потом сверху брезент, да? Сверху брезент. Ничего себе. Сколько он весит, интересно. Это снегоходом таскаете или олени? Ну взвешивать-то не пробовали. Ну один буран тянет его. А, тянет, да? Вы на буранах это таскаете? Вот этот удлиненный. Советский. И Ямаха тянет вот. Ну и маха будет тянуть, конечно, да. А олени там 6 оленей тянет его. А, Если на оленях. ну, 6 оленей тянет спокойно, говорит. А в это время можно еще 8 оленей запрягать. Потому что сейчас олени худые. Вот В это сегодня время. 1 мая, вот, да? Майские праздники, вот, и вы работаете. Без выходных, да? У нас такого нет в тундре. Ясно. Вот, Праздника работаем. ясно. И Хорошо. будни. А вон рога собираете тоже, да? Смотрю. Ага. Потом их сдаете, да, куда-то? Рога. Ну, сдаем как. Ну как. Бой рогов, да? Куда попадет. В Якутск, да, увозите? Или здесь Якут. со Склахи сдаете, да? А чё вон привязали ноги-то этому оленю-то? Лежит. Чтоб лежал. Не бежал. Это Ну. важенка. Она скоро отелится. Точно, важенка. Да. Точно, точно. Они сейчас с рогами же, да, а самцы без рогы, да? Ага.
Понял, точно. Ага. Вот у оленей такой. Самцов уже рога отрастают некоторые уже. А, уже начинает потихоньку Вот отрастать. фанты уже появились. А, точно. Их Панты. срезаете или нет? их? Фанты. А? Срезаете панты-то? Не, мы не срезаем. А, А куда их девать? И сдавать некуда. Поэтому... А это вот что такое, туалет, да, получается? Это туалет самодельный. Ну. Ну, интересно так, да? Вот Зимний. тоже с собой возите, да? На ходу. Ну, тоже интересно так, ага. Впервые такое увидел. Зимой. А в чумах сейчас уже не живете, да, получается? Вот в таких домиках только, да? Не, зимой-то не живем. А летом каркасы, палатки тоже. А, просто палатки, Тоже да? на полузе вот так. Брезентовые палатки, да, у вас летом? Ага, брезент. Что, домик посмотрим внутри? Так, сейчас будем, друзья, в домик заходить. Посмотрите, он присыпанный снегом, все. Вот опять рога тут Ну, везде. сходим, Ага. чай попьем. Ну-ка, посмотрим, большой нет. О, дверь, смотрите, капитальная, все. Сейчас камера запотеет, потом поснимаем, как отпотеет. Ах, она тоже. Так, вот, друзья, сейчас зашли в домик. Чай пьем с ребятами. Вот, ну, конкретно ким детай? Винде. Ага, вот. Это Атын Ким Ден. Это вот домик Евдокима. Вот, посмотрите. Здесь, этот, как его, вы один живете, да, или с кем-то? На семью это. Семья. Семья зарплате. Жена, да? И дети. Сегодня уехали. Думать. Мишалак. Ну. То есть вот такой жена и дочка, да? Вот такой дом, смотрите. Он, получается, из этого сделан, да, вот обит вот этими ДВП, да? А, фанера, ДСП, да, потом снаружи, потом обшито этим. Сейчас. Шкурами, в общем, обит. Показать. Вот видите, вот тут снаружи шкурой слой. И там еще как будто вот и заспан, да, есть как будто. Пенофол есть. В общем, утепленный конкретно. Здесь разделка дымоходная. Печка. Ага, печка вот такой формы, да? Вот это мандык формалары bu мандык алратты. А, говорит это сажа. Видите, у него вот там этот есть. Мгм. Зольник есть. Зольник, ага. Потом, чтоб для тяги, говорит, вот такая форма. И сажа сразу падает в зольник, потом они ее чистят. Получается, ага. Вот. Что еще? Свет, да, у вас тут? Свет есть. Это 220 220 баллов. Аккумулятор не. А, есть 12 вольт и 220 тоже, да? Угу. Розетки тоже есть, да, Манек? И тире. Угу. Там тоже розетки есть. Вот такой вот домик. Вот. Bu kaska diyeni. Ata bu kim kaska day? Evet, bir oğlanım var. Oğlum karakter. Сын стоит, говорит, когда был маленький. Так, дорогие друзья, вот приехали на базу оленеводов, на которой они весной ждут половодья. То есть это спуск воды, то есть пока вода опустится. Вот так вот приехали, едем, продолжаем ехать. Сейчас 4 часа дня. И вон там, посмотрите,
очень интересный объект нашел вдали. Вот это вот, друзья, стоит радиолокационная система. Раньше в Советском Союзе вот их, когда все эти части закрывались, вот эти локаторы их роняли, пилили и роняли. Но вот это вот, вот первый этот я вот в тундре увидел. Первый объект, который не демонтирован. То есть там, возможно, и все эти военные есть запчасти. Ну, конечно, где это есть, мы вам не скажем, потому что это государственная тайна. Так вот, едем дальше, проверяем, делаем, так скажем, обход, объезд, ищем, смотрим. Границы республики северной, арктические. Итак, друзья, сейчас вот у нас очередная поломка случилась. Ребята поехали снегоход сюда привезти, а я вот приехал сюда. Здесь вот станция, оказывается, есть. Ну и сотрудники вот меня чаем, кофеем угостили. В общем, сейчас возьмем небольшое интервью. Что это за станция, чем они здесь занимаются, ну и как бы вообще, что да как. Начинай. Просто вас как зовут? Меня зовут Борис Сергеевич Погребов. Сотрудник Института Арктики и Антарктики. Ну что мы здесь, значит, попали мы сюда в 16-м году. Вернее, как попали, значит, по договору с Роснефтью. с организацией такой, значит, Роснефть. Здесь, значит, образовалась научная станция, которая исследует природные условия данной географической точки по заказу Роснефти. Здесь, если вы знаете, была самая северная буровая, которую Владимир Владимирович запускал, значит, Сечин запускал по разрешению Владимира Владимировича. По команде. В прямом эфире. Да. Помните, нет? Это в каком году было? 19-м? 16 В 16 году. Мы с Косистой. Мы с Косистой. Значит, тут станция, но она южнее нас, значит, на 12 километров. Вот. А мы, значит, Вы еще севернее. Да, мы немножко севернее, да. Так, и чем вот занимается станция туда? Так вот, мы изучали, значит, Метео. метеорологические условия. Все, значит, что связано с погодой, гляциологические, климатом. всё. Гляциология — это лед на заливе. Да и сейчас он, и толщина льда. И вечная мерзлота, оттайка, промерзание. А Вот это. вот есть же вот гидрометеорологические станции, которые Есть. погоду вот чисто занимаются. Они дают чисто на погоду работу. А вы с ними никак не сотрудничаете? Нет, да? ну наши данные идут. Тоже идут туда, Идут, в да, центр, для да? это, для Есть сеть Росгидромета, да, так называемая, значит, это большое количество станций, значит, сейчас не скажу сколько точно. Ой, много. Вот. И мы Разные включены в эту направления. сеть. Значит, и суммируется, мы каждые 6 часов даем синоптическую обстановку в сеть. А на основе, в том числе и наших данных, предсказывается погода. Да. Ну и еще наши данные обрабатываются. Так что вопрос, какая завтра погода, это не к нам, это к сети. Ну, я понял. Так, а вот еще такой вопрос. По все-таки вот глобальному потеплению климата вы можете что-нибудь сказать? Значит, буквально сегодня от нас, вернее, с Сендаска, да? Да, Вчера вечером от нас уехал на снегоходе, потом в Сендаска улетел, значит, сегодня рейсом, регулярным рейсом вертолета, большой ученый, Большиянов Дмитрий Юрьевич. Вот он бы вам ответил, значит, подробненько. Значит. Ну, мы, как бы, технические работники, значит, большого
глобально сказать не можем. Будет Да, ну, потепление так, или да. похолодание. Значит. Но с его слов так. Вот вопрос очень, очень непростой. Значит, говорят, в Антарктиде лед тает. Значит, да? Мгм. С одного конца тает, значит, а с другого он растает. Вот как это понять? Значит, нужно больше данных, значит, больше данных по фактических данных по природе, значит, реально, значит, по природе. И тогда можно будет сделать глобальный вывод. Вот. А за свое место мы можем сказать так, что река Хастыр, тут прямо 200 метров от нас, устье, в залив вошла в 16 году 6 июня, вскрылась, потекла. Значит. Тут все, таяние после 21 мая начинается, Да, таяние да, максимально, да. значит, и пошло, значит, реки вскрываются. А в прошлом году, 26 мая, вот такая вот закономерность. Наоборот, на с месяц опозданием. раньше. А, раньше даже. Хотя мая, ну. мая, Да, да. да. Понял. Ничего себе. Вот это вот, Ну, что это касается связано. нашего места, значит, пребывания, Мгм. наших наблюдений именно. Вот. Ну, наблюдение продолжается, значит, и наука еще, я думаю, скажет свое слово. И мы маленькую, значит, какую-нибудь запятую И, столику внесем, свои 5 кстати, копеек вставим. значит. В 2020 году у нас было самое жаркое лето с температурой до 31 градуса. Мы даже купались. Да, мы даже купались в море Лаптевых. Один день. Один день в году, Классно. и не каждый год это возможно. Но вот у нас Да. получилось. А по снегу что можете сказать нынче? Прям вот говорят, много снега. Нет, 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 да? однозначно нет. снега тут стабильно. Одно и то же количество и... Я вам так скажу, примерно образно. Одна и та же высота снега. Арктика, она как мать родная. Вот как только кто это самое, значит, высовывается, значит, в холодное время года, она его старается укрыть. Вот мы тут вот высунулись, значит, на ровной площадке. Она вот, видите, вот какие Да, заносы, значит, да. прям по крышу. Вот. А так 10, 12, 15 сантиметров, значит, как и везде. Мгм. Только в низинке и выдающиеся места. Типа временной полевой базы Хастыр. Значит, вот это вот Мгм. укрывает все. Вот так. Ясно, спасибо вам за информацию. Вот. Ну и я вот смотрю, у вас тут прям все своя электростанция, да? Какие-то жилые модули, там это, потом, наверное, научные какие-то, да, оборудование. Нашему институту, значит, принадлежат 5 полярных станций, значит, действующих в Антарктиде Мгм. сейчас. А это какая по счету получается? Это Арктика. Это у нас Арктика. тут. А В то- Антарктиде это на Южном полюсе А, Земли. на южном Антарктида даже. одно. то. Вот, в Арктике, значит, еще на Шпицбергене наша станция. Значит, на мысе Баранова, это архипелаг Северная Земля, остров Большевик. Вот, там наша станция. Ну и здесь временная, значит, как бы полевая И станция. ледовая И все они, платформа. вот, еще есть в прошлом году, значит, в сентябре пошла в работу ледостойкая платформа на базе судна. Его вмораживают где-то в восточном секторе российской Арктики. И она дрейфует вместе со льдом, вот уже больше 700 километров прошло. Вот с сентября по это самое. Еще и продолжает дрейфовать. Сейчас находится примерно в 200 километрах от Северного полюса. Да. И вчера, кстати, она была в западном полушарии. Ну, она туда-сюда Да. ходит, мы смотрим. Это по отчетам. получается единственная в мире, да, такая? Ну, Да. наверное, нету, да, не Нет, существует. нет, нет. Значит, помните Папанина? Фамилия знакома? Ну, Как? 37-й год, это первые, 1937 год. первые полярники на дрейфующей Кренкель, Папанин, ну. Раньше высаживали на дрейфующие льдины, Мгм. Папанинцы. а сейчас вот это Станция. ледовая платформа, эта станция, они живут там, а на льду оборудование расставлено все. А до этого было, значит, высаживали просто на льдину полярников от нашего института, значит, и таких дрейфующих станций на льдине было 40. 40, да. Так и называлось СП
СП, СП. Северный полюс. Да. Вот. СП-1 был Папанин, значит, а СП-40, значит, наши ребята, значит, до конца не смогли, значит, дойти, значит, их эвакуировали досрочно, где-то, значит, в июне. И, значит, ввиду того, что лед Арктики измельчал, раньше было, значит, паковые льды, ну, это многолетние, они были, значит, мощные, по 3 метра, несколько лет не таяли. А теперь найти, значит, льдину многолетнюю, значит, большой, достаточной толщины, чтобы безопасно людям было дрейфовать, ну, это большая редкость. Да вы что, ничего себе. Да. Ну это значит, Поэтому всё-таки построили вот этот корабль. тает. Корабль построили, значит, назвали его ледостойкой платформой. Он потихоходный, все. Ну, на нем, значит, группа ученых. Вот этот, да? Прям который. Вот, Да. вот сверху. Я Вот видите? наверху, стою, да. сижу, Да. смотрю, да. Да. И вот он дрейфует, и теперь будет, значит, у него автономность 2 года. Вот. Будет прекрасно, значит, исполнять обязанности. Лагерь будет также располагаться на льдинах, значит, приборы научные, все. Но как бы люди в безопасности. Уже не надо Вертолет. срочно поднимать, так вертолет, там, значит, группа мальчиков-то большая. Вот. Ну да. И все, значит, и научные приборы стоят. А вы же знаете, что такое, значит, идет слом льда, например, значит, идет льдина, когда на льдину наезжает, значит, там многометровые торосы, значит, Ну конечно. с грохотом, значит, там, я не знаю, какие надвигаются на лагерь, и ай-яй-яй, ой-ой, что делать? Вот видите, вот мы сидим, домик называется ПДКО, разборные дома. Вот. Ну да, вот такой вот, Вот. какие-то стяжки Так вот вижу. Вот эти дома, значит, специально спроектированы для, значит, вот этих вот дрейфующих станций. Домик, домик полярника называется. Да. Вот почему он такой, значит, разбор. Его за кратчайшее время можно разобрать. Надвигается, значит, на тебя ряда торосов. А что делать? Разбирается дом. 2 человека берут этот щит, переносят в безопасное место, значит, и собирают по новый домик. Все это оперативно делается. А Вот так. где такие домики производят? Это фирма, значит, в интернете вы можете найти, значит, под Петербургом, в частности, эти дома закупались. Значит, фирма, как она, Нова, что-то там. Ну вообще, по идее, У как нас бы это у нас сип-панель, в да? туалете висит Обычно. реклама их. Зайдите, А, посмотрите. хорошо. Фанера внутри утепление. Украшает, Да, туалет. да. значит. Рамка и это все. Да. Ну панели, ага, вот эти вот. Ну, подобные дома, значит, находятся в Сындаско, новые дома щитовые. Ну, Ну, как ничего. жилые, да? Понимаете, тут 2 фанерки, а между ними, значит, утеплитель. Утеплитель. Вот и вся Пенопластовый, наверное, да, вот этот А пенопласт. там в зависимости от года изготовления, значит, их изготовляют уже десятилетиями. Эти дома. Да. Модификация меняется, но принцип остается тот же. Мгм. Как ветер подул, значит, расход энергии увеличивается, значит, продувается. Понятно. Так. Ну, в принципе, значит, в диапазоне до минус 50 мы здесь, значит, комфортно переживаем, значит, спим раздетыми, без всяких этих. Минус 50. Нормально. А, Ой. Вот в этом году было минус 49,7, и ветер даже еще был, и мы все пережили нормально. ну, минус 60 не было. Не было здесь. Здесь Мягкий морской климат. море близко, и когда его ломают большие участки открытой воды, Тепло. И тепло идет от воды и приходит к нам. Ну, вот Забегичево тут 100 километров, там уже ломает сильно. У нас зимой северный ветер теплый, южный холодный, летом наоборот. Южный теплый, северный холодный. Ну да. От воды идет много тепла. Так, понятненько. Что же еще интересного? А интернет у вас какой? Каким пользуетесь? И коммерческим, и служебным. Коммерческий, значит, у нас любой, каждый может войти, заплатить, значит, пакет оплатить. Нет, имеется в виду провайдер какой имеется в виду? Сатис. Сатис.
Это что-то, Ну, это был Маринсад, значит, а теперь Сатис. ну, какой-то американский, да? Нет, это все российское. Российское, да? В Москве две эти фирмы стоят друг против друга. Понял, понял. Так что Ага. У нас зарегистрировано это Сатис в Крыму. В Крыму? А, не, это было, сейчас там все переходный момент был. Тоже одни из первых вошли в Крым. Ну, как бы после присоединения, значит, все боялись. Эти вошли, значит, и вот. то есть Наш наладку, институт ее поддержал. Это, значит, с фирму, значит, тоже перешли на Сатис. И достаточно хорошая связь. как вот все вот это коммуникации, все вот эти, ну, все работы по этим, какие-то поломки там, что, ну, как вы это все устраняете, кто вам это все делает технически, допустим, ну, электростанция там что-то сломалось там, допустим, Вот механик сами делает. а вы сами все делаете, да? Да. И интернет все настраиваете сами, да, тоже? Ну, у нас постоянно есть и запасные каналы связи. А, Вот. И нас все время поддерживает институт. У нас там постоянно работающие, значит, программисты высокого всякие. класса специалисты. Специалисты. Можно в любое время, значит, связаться. И они- тебя просто биороботом, значит, тут В прямом сделают. эфире, да? Раз-два, значит, ты все. Я смотрю, вот просто как бы вы тут это подключили серверы, там все это, вот это все сами, да, настраиваете? Нет, это приезжает специалист. Ну вот я и естественно, что думаю, делает, что-то всё вы это как будто у вас, настраивает. А мы у вас прям эксплуатируем. широкого такого профиля, думаю, и Мы айтишники, и это самое. Не, ну, не боишь, горшки обжигают. Значит. Да, да, да. Там юстировочку антенны, например, значит, там Да, от мерзлота-то она гуляет. ясно. Ну, это мы уже осилили. Так, глядишь, еще лет через 5 вообще будет И конченными солнечная, специалистами. ну, солнечной энергией пользуетесь, да, летом? Нет, у нас солнечной энергии Нету, да? То есть панелей вот этих нет солнечных. У нас только дизельная. А горючку как вам, ну, когда завозят обычно? Рекой или зимой? Зимником Как и всем в навигацию. навигацию. То есть сюда заходит этот, да? А у нас тут в сентябре, если приедете, значит, будет это торговый порт. Хатанский морской торговый порт, а тут вот здесь, ну, в зависимости от погоды. Если шторм идет, значит, то они прячутся в нашей бухте, перегружают с морских в речные, значит, рекоморья, значит, и его развозят уже в Хатан, значит, или по поселкам. Какой-то зимний северный завоз называется. Да. Ну. Это тут известное Понял. название. Из Красноярска везут, получается, да? Ну, отовсюду. Я не знаю, откуда точно, значит, но все завозят. А, нет, почему не из Красноярска? Нет, никак нет. Ага. Не, возят из Красноярска, что-то с Красноярска, что-то с Мурманска, значит, что-то. Ну, это ж Понятно. одна страна, значит, наша. Чё? Как хотим, так и себя запитываем. Ясно. Продукты раз в год нам привозят. Обычно при пересмене. Угу.